Здравствуйте! Сегодня мы поговорим на тему лист как один из важных вегетативных органов растений. Итак, что же такое лист? Лист– это надземный вегетативный орган растения, который обладает двусторонней симметрией. Функций листа на самом деле много, но я выделила самые основные. То есть первое– это фотосинтез, второе– испарение воды, или же также называют транспирация. Также, конечно же, есть газообмен, запасание питательных веществ, которые в дальнейшем могут быть переданы корню, и, конечно же, вегетативное размножение. Что касается внешнего строения листа, то у листа есть три основных частей, то есть это основание, черешок и сама листовая пластинка. Это на примере листа липы. Если же рассмотрим на примере листа крапивы, то также имеется листовая пластинка, черешок, также прилистники и основание. То есть прилистники могут быть не у всех листьев. Также листовая пластинка является основным местом, в котором происходит фотосинтез. Черешок листа прикрепляет его к стеблю и поворачивает в наилучшее положение по отношению к свету. Также листья бывают черешковые или же сидячие, то есть без черешка. Если у растения листовую пластину соединяет черешок к стеблю, то такой лист называется черешковый. Если же лист прикрепляется к стеблю основанием листовой пластинки, то такой лист называется сидячий. Например, черешковые листья есть у березы, крапивы, липы, яблони и других растений. Сидячие листы можно встретить у одуванчика, алоэ, льна, пшеницы и других растений. Перейдем к классификации листьев. Листья бывают простые и сложные. Простые листья означают то, что на одном черешке есть одна листовая пластинка. То есть такой лист называется простым. Сложный лист называется сложным, если на черешке есть несколько листовых пластинок. Например, как у листа конского каштана. Перейдем к более развернутой классификации простых и сложных листьев. Простые листья делятся в свою очередь на цельные листья, то есть которые состоят из цельной листовой пластинки, или же имеют неглубокие выемки. Например, это листья сирени, березы и других растений. Следующий вид– лопастные листья, имеют такие вот разрезы не более 1/4 ширины листовой пластинки. На примере листа клена. Следующий вид простых листьев– это раздельные листья, имеют вырезы более 1/4 ширины листовой пластины. Например, это лист одуванчика. Следующий вид простых листьев– это рассеченные листья, имеют надрезы, доходящие до средней части жилки. К таким листьям относятся листья полыни, пижмы и ромашки. Что касается сложных листьев, то они делятся на тройчатосложные листья, то есть на одном черешке имеется 3 листовые пластинки. Например, листы клевера и земляники. Следующий вид– это пальчатосложные листья, состоят из нескольких листовых пластинок, выходящих из одной точки. Например, листы люпина, конского каштана имеют пальчатосложные листья. Следующий вид– это перистосложные листья, имеют листочки, прикрепляющиеся по всей длине черешка в 2 ряда. К ним относятся непарноперистые, заканчиваются одним листочком. И парноперистые, когда по всей длине черешка расположены листочки в 2 ряда и заканчиваются парой листочков. Например, листья гороха. По форме края листа бывают следующие виды, то есть это цельнокрайний,
пильчатый, выемчатый, зубчатый, зубчато-выемчатый, струговидный, городчатый и также с волнистым краем. То есть все эти листья, они относятся к простым листьям. Следующий важный момент сегодняшней темы – это жилкование листьев. При изучении внешнего строения листа очень хорошо видно, что на листовой пластинке многих растений четко выражены такие вот жилки. Все мы их видели. Они представлены пучками проводящей механической ткани. По данным жилкам в лист поступает вода и минеральные соли от корня по стеблю к листьям, и отводятся органические вещества, которые образовались в листе, также по стеблю к корню. Чтобы определить вид растения по специальному определителю, надо уметь различать жилкование листа и расположение его на стебле. Первый вид жилкования называется сетчатое жилкование. При данном жилковании локальные жилки расходятся от основных жилок, подобно перышку. Следующий вид жилкования называется параллельное жилкование, то есть название говорит само за себя. Жилки на листьях расположены параллельно друг другу. Следующий вид жилкования – дуговое жилкование. При данном жилковании жилки от основания листовой пластинки расходятся дуговидным пучком и снова соединяются верхушки листа. Причем главная жилка среди них не выделяется. Ну и последний вид жилкования называется пальчатое жилкование или же пальчато-сетчатое. Рассмотрим на примере листа клена или же лютика. То есть при данном жилковании имеются несколько крупных, почти одинаковых жилок, которые расходятся веером от основания листовой пластинки. Также они многократно ветвятся, и такое жилкование, еще раз повторюсь, называется пальчатое или же пальчато-сетчатое, подобно нашим 5 пальцам. Что же такое филотаксис или же по-другому листорасположение листьев? Это порядок размещения листьев на стебле таким образом, отражающий симметрию в структуре побега. Как уже говорилось ранее, листья к стеблю прикрепляются так, чтобы получать максимально возможное количество света, которое нужно для дальнейшего процесса фотосинтеза. Давайте же рассмотрим, какие бывают виды листорасположения. Итак, первый вид листорасположения вы видите слева от меня. Это очередное листорасположение. То есть при таком листорасположении от каждого узла побега, то есть место, где прикрепляется лист, называется узел. От каждого узла побега отходит лишь один лист. То есть такое листорасположение называется очередным. Такой вид листорасположения можно встретить у яблони, дуба и других подобных растений. При супротивном листорасположении на узле расположены 2 листа, как видно на данном рисунке. Такой вид листорасположения вы можете встретить у сирени, мяты, клена и других подобных растений. И следующий вид листорасположения называется мутовчатое. При данном листорасположении в одном узле расположены 2 или же 3 или же 4 и более листов. Такой вид листорасположения можно встретить у барбариса, олеандра и других подобных растений. Давайте же перейдем к внутреннему строению листа. Итак, верхний слой у нас называется верхний слой эпидермиса или же кожица листа. Клетки в данном слое прозрачные, чтобы проникал свет для дальнейшего процесса фотосинтеза. Также в верхнем слое эпидермиса можно встретить так называемые устьица, через которые в лист проникает воздух и испаряется влага. Верхний слой эпидермиса покрыт восковым налетом, или же его называют восковой слой. Данный слой предотвращает потерю влаги, то есть испарение воды,
Чем толще слой восковой, тем меньше испаряется воды. Из таких вот двух слоев состоит самый верхний слой листа. Под верхним слоем эпидермиса находится так называемая мякоть листа. В данном слое содержится два вида тканей, то есть это у нас столбчатая ткань и губчатая ткань. Как вы видите, в столбчатой ткани находятся хлоропласты. Как мы знаем, хлоропласты нужны для процесса фотосинтеза. Столбчатая ткань называется так потому, что клетки находятся в 2-3 слоя, непосредственно прилегая друг к другу и образуя такие вот столбцы. Под столбчатой тканью находится губчатая ткань. В ней клетки более округлые и неправильной формы. Они не плотно прилегают друг к другу, образуя такие вот межклетники. Межклетники заполнены воздухом. Хлоропластов в этих клетках уже меньше, чем в клетках столбчатой ткани. Теперь давайте же рассмотрим, из каких тканей состоят у нас жилки листа. Если рассмотреть под микроскопом поперечный разрез листовой пластинки, как видно на данном рисунке, в ней можно увидеть проводящие пучки листа, то есть это жилки, которые состоят из сосудов, ситовидных трубок и волокон. Сильно вытянутые клетки с толстыми стенками – это у нас волокна. Они придают листу прочность. По данным сосудам передвигаются вода и растворенные в ней минеральные вещества, как я уже говорила, от листьев по стеблю к корню и наоборот. По ситовидным трубкам передвигаются растворы органических веществ. Теперь давайте же рассмотрим виды изменения листьев. Какие же они бывают? В процессе приспособления к условиям окружающей среды некоторые листья видоизменились, потому что стали играть роль несвойственно типичным листьям. Например, у барбариса часть листьев видоизменились в колючки, дабы защитить данное растение от нападения. Следующий видоизмененный лист, все вы его встречали, называется росянка. В основном оно обитает на почвах, бедных азотистыми веществами. Ее листовые пластинки покрыты волосками, которые выделяют клейкую жидкость, как на данном рисунке. Данное клейкое вещество привлекает насекомых. Севшие на лист насекомые увязают в этой клейкой жидкости, и в дальнейшем пластинка листа загибается и охватывает жертву. Все живые ткани насекомого лист растения переварит, заберет себе самые нужные элементы. Следующий интересный видоизмененный лист – это у нас листья кактуса. В кактусе у нас колючки считаются листьями, то есть это у нас тоже видоизмененный лист. Таким образом, они испаряют меньше влаги и защищают растения от поедания животными и высыхания. У гороха верхние части листьев превращены в усики, такие вот усики. Они служат для поддержания стебля растения в вертикальном положении. Также следующий видоизмененный лист, так называемый непентис. Его листья, как вы видите, кожистые и почти сидячие, то есть они не имеют черешка. Также данный лист питается насекомыми. Итак, давайте же подведем выводы по сегодняшней теме. Лист состоит из листовой пластинки, черешка, основания листа и прилистников. Листья бывают черешковые и сидячие. Также листья бывают простые и сложные. Среди сложных можно выделить перистосложные, пальчатосложные и тройчатосложные. Край листовой пластинки также может быть цельным или же изрезанным. Листья разных растений различаются по характеру жилкования, который может быть, давайте еще раз повторимся, сетчатым, пальчатым, параллельным или же дуговым.